Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Всероссийский фестиваль «Зима» начинается с Якутии. В этом году впервые после пандемии пройдет в очном формате. Программа фестиваля, как обещают организаторы, порадует уникальными и яркими событиями. Какими именно? У нас в гостях Дмитрий Громов, генеральный директор агентства по развитию туризма Якутии. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите об истории фестиваля, с какими легендами он связан. Прежде всего, научно доказанный факт. Благодаря наклону оси планеты, действительно, на северном полушарии нашего земного шара зима начинается именно с территории Якутии. Действительно, второй факт – это то, что Якутию все ассоциируют именно с холодом. Но наш фестиваль, он предназначен для того, чтобы этот холод превратить в ожидание чуда, в ожидание надежды, нового, светлого. Первый снег, чистый лист, ожидание Нового года. Вот эти маленькие надежды превращают холод именно как символ наступления чего-то нового. В этом и заключается основная суть нашего фестиваля «Зима» начинается с Якутии. И все мероприятия, в принципе, предназначены и сочетают именно вот это чувство надежды, чувство светлого. Но какая программа ожидает гостей, и жителей столицы в этом году? Всегда фестиваль «Зима» начинается с Якутии. Это плеяда мероприятий, которые происходят на разных уровнях. Есть единоразовые мероприятия, есть мероприятия, которые длятся неделями. В данном случае в этом году мы большой акцент сделали на мероприятия, которые предназначены для детей. Но основным, конечно, ключевым элементом кульминационным элементом является зажжение елки и передача символа холода от повелителя зимы, повелителя холода и мороза Чисхана, и традиционный фестиваль «Вкус Якутии». Кстати говоря, в этом году мэр Якутска Евгений Григорьев заявил об отказе от участия в этом мероприятии. Как можете это прокомментировать? Здесь очень просто. Город Якутск является точкой входа в наш регион, то есть визитной карточкой для всех гостей, которые приезжают к нам в регион. И в данном случае у города были отдельные мероприятия, которые были запланированы за счет бюджета города Якутска. Естественно, в этом плане глава города прав. Те мероприятия, которые были запланированы от имени администрации города, они, да, действительно отменены, кроме мероприятий, которые предназначены для детей. Зажжение елки и детские мероприятия, о которых поговорим позже. Но республиканское мероприятие, она была запланирована еще с учетом текущих событий она была откорректирована, и, в принципе, основная часть мероприятия, она остается. То есть автором и исполнителем данного фестиваля является как раз-таки регион. Как попасть на фестиваль, и где можно будет ознакомиться с полной программой? Полная программа, в принципе, уже сейчас в СМИ ежедневно будут уже анонсироваться разные мероприятия, так как я говорил, что это плеяда мероприятий. Полную программу можно будет посмотреть просто в поисковике, набрав «Зима» начинается с Якутии, и лендинг на наш сайт уже, в принципе, отразится. Второе, это то, что в этом году мы ожидаем большое количество гостей, тоже об этом более подробно расскажем. А для жителей города Якутска, естественно, вы каждый день, начиная с 28 ноября по 4 декабря, можете посетить любой музей. Каждый музей у нас подготовил уникальные экспонаты, которые отражают суть и характер нашего прекрасного региона многонационального. И в каждом ресторане будут уникальные авторские блюда, которых еще не было презентовано для наших жителей. Кстати, переходим к гостям. Сколько гостей ожидается в этом году, и кто приедет? В этом году отрадно то, что благодаря поддержке Ростуризма мы вышли на уровень оптовых турагентств, которые начали продавать туры именно на этот период, именно на фестиваль «Зима» начинается в Якутии. И в этом году мы ожидаем рекордное количество гостей, именно которые будут посещать данный фестиваль как гости. Только люди, которые приехали посмотреть, что такое регион Якутия, чем она уникальна. И чем это люди, которые не страшны холода, они хотят как раз посмотреть, что такое чудо зимы начинается с Якутии. В основном это люди, которые приезжают по приглашению, которые получили приглашение, или те, кто знает об этом фестивале и изъявили желание приехать самостоятельно. Вот как раз таки нет. Это люди именно за свои деньги, как туристы, целенаправленно приезжают посмотреть и поучаствовать на нашем фестивале. Расскажите про самые ожидаемые мероприятия фестиваля, которые пользуются популярностью у гостей праздника. У нас, в принципе, у жителей Якутии постоянно идут предложения о том, чтобы повысить качество и сервис гостеприимства. В этом плане фестиваль «Зима. Вкус Якутии» — это как раз-таки есть
то направление, в котором мы оттачиваем данное мастерство. Когда гость приезжает у нас в гостиницу, впервые также в этом году мы будем запускать для наших гостей в каждой гостинице якутские завтраки, потому что все мы в мире знаем, что такое есть. Английский завтрак, скандинавский завтрак, русский завтрак. Будем опровергать как раз якутский завтрак во всех гостиницах города Якутска. Более того, в ресторанах у нас появятся новые блюда. Основной акцент будет именно тем, что весь мир славится термической обработкой еды положительными температурами. В этом году у нас акцент будет именно на те блюда, которые приготовлены отрицательной термической обработкой. Плюс при поддержке также Ростуризма и федерального региональных властей в этом году у нас экспертом будет Екатерина Шаповалова. Это автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России», благодаря которой в этом году мы, в принципе, реализовали очень много мероприятий, в рамках которого элементы якутской и арктической кухни, которые родом из нашего региона, попали в ведущие и лучшие рестораны страны. Ну, когда проводим большие мероприятия, бывает так, что бывают трудности с заселением гостей, то есть нехватка мест в номерах, нехватка гостиниц. Как-то решали эту проблему в этом году? В этом году отрадно то, что наши ательеры в рамках Ассоциации туриндустрии Якутии объединились, и мы для того, чтобы привлечь продать намного больше путевок именно на данный фестиваль, договорились о единых ценах в размещении. Одноместное размещение в трехзвездной гостинице, двухместное размещение в трехзвездной или четырехзвездной гостинице. Была единая цена для того, чтобы мы смогли сформировать пакет предложений. Помимо этого, все рестораны в рамках данного фестиваля будут также предлагать всем гостям и всем жителям Якутии единые цены. Это 600 рублей на бизнес-ланчи, которые не стандартные бизнес-ланчи, а именно конкурсные. И на вечер у нас будут сеты из двух направлений. За 1000 рублей это приветственные сеты, и за 2500 рублей это уже авторские сеты в рамках конкурсных блюд. Но если говорить о якутских блюдах, то какие блюда предлагаете нашим гостям? Будут уникальные блюда. Это авторское прочтение тех стандартных, нами привычных блюд в сочетании с интересными такими элементами, которые входят в культуру высокой кухни, а также элементы молекулярной кухни. Это стоит попробовать. Ну, а если говорить о транспортном сообщении, каким образом будет организовано перемещение гостей? Перемещение гостей, в принципе, наши туроператоры, которые входят в единый федеральный реестр туроператоров, также объединились, выбрали одного основного подрядчика данного фестиваля. И в рамках него они уже разработали несколько мультимодальных маршрутов, в рамках которого, в принципе, весь транспорт и вся логистика уже выстроена. Но фестиваль коснется только Якутска или будут проходить где-то в районах? Нами подготовлены, так как туризм Якутии на данный момент является радиальный, то есть все гости в основном ночуют у нас в Якутске, а потом в течение дня выезжают в ближайшие улусы, мы задействовали 5 близлежащих улусов по Лепесковой звездной системе, в рамках которого каждый улус будет представлять уникальные, неповторяющиеся экскурсии. Например, горный улус, он представит творчество человека, красоту и мастерство наших мастериц во главе с Августиной Николаевной Филипповой. Намский улус готовит уникальные экскурсии по зимней ловле рыбы мунха. Хангаласский улус готовит уже этническое направление, что такое якутский дух, что такое алгыс, обряд, очищение и в таком роде. То есть, получается, гости смогут, в принципе, во время пребывания в Якутске посетить как раз-таки ближайшие районы и ознакомиться, вот, да, получается, с культурой и бытом. То есть не только городской жителей, отдых будет у них, но и выезд за город, в том числе запланирован. Ну и в чем особенность этого фестиваля? Может быть, есть какая-то фишка? Раскройте секреты. Скажу одно, то что мы мероприятия, которые направлены для детей, в котором участвуют наши дети, оставили и их дальше расширили. Это цирковое представление «Алые паруса», республиканский фестиваль для детских коллективов «Бриллиантовые нотки», вокальный конкурс авторских песен «Кахамут Белягай» и первенство города «Серебряные коньки». Это направлено на то, чтобы, еще раз, зима начинается в Якутии, это прежде всего надежда. Когда папины маленькие звездочки или папина большая гордость уже участвуют и побеждают, это тоже надежда. Надежда на будущее, надежда на лучшее. Ну и в завершении нашего разговора напомните, в какие даты пройдет фестиваль и как принять в нем участие. 28 ноября по 4 декабря. Кульминацией будет 1 декабря зажжение республиканской елки одновременно во всех улусах, а также в городах-побратимах.
Дмитрий, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успешной организации, ну и, конечно, проведения такого крупного фестиваля. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.